В эфире «Аргама». В нашей студии первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Добро пожаловать, здравствуйте. Моя соведущая, коллега Анна Гуня. Ровно год назад, Джансух Эдуардович, вы были назначены первым вице-премьером правительства. В начале ноября, 1 ноября. А в конце декабря, прямо перед Новым годом, вы были назначены министром энергетики и транспорта. Вы возглавили новое профильное министерство, но с не новыми сложными проблемами. Сегодня мы очень надеемся на компетентный и конкретный разговор. Лето наше прошло в плане энергетики спокойно, было тепло и даже жарко. После сложного осенне-зимнего сезона мы отдохнули и подзабыли негативные ощущения от частых отключений света. Но пришел ноябрь. График с 4-часовыми отключениями света вступил в силу. Хоть бы хуже не было, подумали мы. Энергетическая проблема напомнила о себе, большая острая проблема. Мы говорим об энергетической проблеме в Абхазии. В чем ее суть? Обсуждаемая сегодня тема, она на самом деле интересна всему нашему обществу, потому что наличие света в доме касается каждого. И отсутствие основного источника энергии сказывается на всех. Безусловно, если говорить о проблемах в электроэнергетике от большой к менее приоритетной, то нужно отметить следующее. Глобальной проблемой нашей текущей ситуации в энергетике является дефицит электроэнергии. Что это значит? Я пытаюсь простыми словами объяснить для наших телезрителей, чтобы было понятно. Основным объектом генерации для Абхазии является комплекс Ингур-ГЭС. Это гидроэлектростанция, сложная гидроэлектростанция, которая была построена в советское время и в своем роде является уникальным объектом. Любая вообще в целом гидроэнергетика, как всем известно, зависит от воды. То есть, учитывая наши географические особенности, у нас ярко выраженная сезонность в обеспеченности водой в водохранилищах и в Джварском, и в Гальском. Соответственно, к сожалению, уже традиционным становится за последние 15 лет практически в осенне-зимний период мы вступаем с дефицитом воды в хранилище, что приводит к снижению объемов генерации. Тем самым образовывается дефицит, который нам необходимо покрывать за счет других источников. В данном случае мы прибегаем к перетоку из Российской Федерации. Вы знаете, что огромная работа была проведена и ранее правительством. Российская Федерация на протяжении всего периода всегда поддерживает нас. Есть дорожная карта по оптимизации энергосистемы Республики Абхазия, в которой закреплены соответствующие объемы электроэнергии, которые достаются нам безвозмездно, так называемый социальный переток. Но и этого, к сожалению, недостаточно, и нам приходится на рыночных условиях приобретать коммерческий переток. То есть проблема номер один, отсутствие необходимых водных ресурсов для того, чтобы выработать достаточный объем генерации. Проблема номер два. Проблема номер два – это очень тяжелое состояние нашего электрохозяйства в целом. Это и подстанции, это и передающие линии, это и распределительные сети. Наша энергосистема находится в крайне тяжелом положении, об этом много говорилось, и не только на словах, а многие эксперты проводили соответствующие работы и предоставляли заключения. Если говорить совсем коротко, то более 80% нашего хозяйства
находится в, так скажем, практически аварийном состоянии. К чему это приводит? Это приводит к, самое главное, если мы говорим о дефиците электроэнергии, это приводит к потерям. По оперативным данным на сегодняшний день, в течение текущего года, потери в наших системах составляют порядка 25-27%. Это колоссальный уровень потерь, который, если переводить в киловаттную часть, составляют порядка 640 миллионов киловатт-часов в год. А это плюс-минус почти тот самый объем, который необходим для покрытия нашего дефицита. Третья проблема, о которой мы не можем не сказать, это финансовая дисциплина, платежная дисциплина. Уровень собираемости на сегодняшний день, вот по итогам 10 месяцев, у нас составляет 45% от общего объема начисленной электроэнергии. Население, юридические лица, все абоненты Республики Абхазия в среднем оплачивают 45%. Это, безусловно, очень низкий уровень, хотя есть достаточно существенная динамика. Если сравнивать с прошлым годом, то увеличение уровня собираемости у нас прослеживается, это более 10%. Все это дается нелегким трудом, очень много усилий прикладывается к тому, чтобы перейти на современные технологии, наладить вопросы учета выдаваемой электроэнергии, наладить учета потребления электроэнергии, ну и, соответственно, привести в соответствии с современными реалиями те технологии, которые будут удобны и для абонента, который сможет в любой удобной для себя форме оперативно получить информацию о том, какой объем электроэнергии, потребленной ему начислен. Удобные методы оплаты, в первую очередь имеются в виду использование банковского сектора, использование банковских карт и иных цифровых технологий, которые в современном мире очень эффективно используются. Спасибо. Мы продолжим разговор. Вот если я ничего не пропустила и правильно поняла вас, значит, главные составляющие энергетической проблемы в Абхазии – это ветхость оборудования, недостаточный объем генерации вот в осенне-зимнее время и платежная дисциплина. Или я что-то еще пропустила? Ну, на самом деле проблем много, но если Да, вот говорить о основные, глобальных, да. основными я бы назвал вот эти проблемы. Да. Спасибо большое. Анна, пожалуйста. Вы сказали о социальном перетоке, коммерческом перетоке. Наверняка коммерческий переток бременем ложится на наш бюджет, если я правильно выражаюсь. Нагрузка на бюджет, да. Большая нагрузка на бюджет. Коммерческий переток, если это не секретная информация, формируется в какие цифры? Да и социальный тоже интересно, кстати говоря. Да, потому что, да, я хотел бы много сразу... разговоров вокруг этого. Совершенно верно. Вы отметили, электроэнергии бесплатной не бывает. За нее всегда кто-то платит. Да. Но то, что мы называем социальным перетоком для Абхазии, это безвозмездный переток, который нам предоставляет Российская Федерация. Но бюджет Российской Федерации этот социальный переток оплачивает. И это происходит на протяжении многих-многих лет. Там какая-то квота, какой-то объем уже существует или когда Да, как? совершенно верно. У нас в рамках дорожной карты, значит, предусмотрены объемы социального перетока. Если говорить о 2024 году, социальный переток составлял 302 миллиона киловатт-часов на год. Если мы говорим о 2025 году, у нас запланирован объем в размере 326 миллионов киловатт-часов. И мы очень надеемся, что с начала 2025 года у нас будет возможность этот социальный переток получить. Возвращаясь к вашему вопросу об условиях и стоимости.
коммерческого перетока. В Российской Федерации работает так называемый рынок электроэнергии, то есть цена образуется на рынке, и единственной компанией, которая наделена полномочиями экспортировать электроэнергию в другие страны, является компания Интеррау, с которой у нашего единого оператора РУПа Черноморэнерго заключен официальный контракт. Кстати, с прошлого года, это тоже нужно отметить, компания Черноморэнерго начала заключать прямые контракты с поставщиком электроэнергии. И в рамках этого контракта прописываются и условия, и стоимость. Если говорить о стоимости приобретаемого перетока в этом году, то он составляет порядка 4 рублей за 1 киловатт в час. Ну, все относительно, да, когда мы говорим о стоимости электроэнергии, если приводить сравнение, да, близлежащие наши регионы, так скажем, тот же Краснодарский край, там цены для частного потребления варьируют там, от 4 до 8, в зависимости от суток времени и так далее, рублей. Но учитывая наши тарифы, которые составляют, да, для физических лиц это от 1 рубля 40 копеек до 2 рублей 40 копеек для юридических лиц, тут совсем математика не складывается. То есть мы вынуждены приобретать электроэнергию за 4 рубля, при этом продаем ее за, ну, в среднем, да, возьмем, за 2 рубля. И с этих 2 рублей собираем 45%. Да, потом приходится покупать по 4 рубля. Безусловно, безусловно. Поэтому... Можно еще вот уточнить? Вы сказали, что на 2025 год запланировано 320 миллионов киловатт, значит, как 326. социальный переток, да? Да. А вот объем годовой потребляемой электроэнергии в Абхазии это сколько? Ну, обычно? если мы говорим, Приблизительно, да. мы можем даже точно сказать, Да. в прошлом году Республика Абхазия потребила 2 миллиарда 643 миллиона киловатт-часов. А в этом году мы планируем выйти на цифру в 2 миллиарда 100-200 миллионов киловатт-часов. Объясню почему. С 2020 года, если брать такую ретроспективу, да, с 2020 года потребление у нас росло достаточно существенно. Пика мы достигли в 2022 году. В 2022 году, когда общее потребление Республики Абхазия составило 2 миллиарда 946 миллионов рублей. Но уже в 2023 году путем реализации комплекса мероприятий, в том числе и технического характера, организационного, административного характера, удалось сократить общий объем потребления нашей страной на 300 миллионов киловатт-часов в 2023 году по сравнению с 2022. В этом году мы тоже можем отметить положительную динамику в этой части. И в сравнении с 2023 годом за 10 месяцев, если сравнивать аналогичный период 2023 года с периодом 10-месячным 2024 года, мы имеем экономию в объеме 100 миллионов киловатт-часов. Это очень существенные цифры. Если их переводить на деньги, соответственно, то 100 миллионов киловатт-часов – это 400 миллионов рублей. И мы планируем, мы предполагаем и прогнозируем, что эта тенденция будет продолжаться до конца этого года. И нам удастся еще более сократить фактические объемы потребления. Вот если говорить, вы говорили о пиковом, скажем, да, вот сезоне, который наблюдается в употреблении электроэнергии, рост потребления электроэнергии в Абхазии, вот эту картину коротко описать было бы хорошо. Все вокруг считают, что именно майнинги создали вот такую проблему.
наверное, не только майнинги, хотя думаю, что майнинги там главная такая первопричина. Вот, и поэтому рост потребления за счет чего вот происходит в Абхазии? Вот еще. Ну, здесь у нас два фактора нужно рассматривать. Безусловно, это естественный прирост. Он связан с созданием новых объектов экономики, новых домовладений. Ну и, безусловно, майнинг, который запрещен в нашей стране, как всем известно. И те результаты, о которых я сейчас сказал, а это существенное сокращение объемов потребления, это результат той масштабной борьбы, которая была развернута с 2022 года под личным контролем президента. Мы с вами прекрасно помним, что систематически проводились совещания под руководством президента, были созданы соответствующие оперативные штабы по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. И вот он результат. Если говорить более предметно, так скажем, и по цифрам, в этом году мы совместно с специалистами из компании «Черноморэнерго» проводили так называемый стресс-тест. У технарей есть такое понятие, мы познакомились с ним. Суть его заключается в том, что при определенных технических манипуляциях, о которых я, наверное, не буду, детали вам рассказывать не буду, значит, был выявлен объем электроэнергии, потребляемый майнерами, это около 40-45 мегаватт. Это достаточно большой объем электроэнергии, который уходил. Этот тест мы проводили еще в первой половине 2024 года. 2024 года, да? Сейчас. Это было летом? Это было весной. Это было весной. Вот. В рамках, так скажем, подготовки к сезону, в рамках анализа и выявления истинной картины мы вот подобного рода мероприятия проводили. Сейчас с уверенностью можно сказать, что, безусловно, майнинг, он есть. Здесь отрицать этот факт никто не может. Но самое главное и самое вредное для энергосистемы нашей, это крупные майнинговые фермы отсутствуют. По крайней мере, ни правоохранительные органы, ни Черноморэнерго через свою филиальную сеть информации о наличии крупных майнинговых ферм никто не дает. В случае, если возникают такие объекты, уже и, как говорится, и правоохранительные органы, и энергетики, они научились, так скажем, то есть это специфический вид деятельности, выявления таких вот скачков потребления электроэнергии, существуют соответствующие системы. Безусловно, эти системы несовершенны и требуют очень кропотливой, такой ответственной и внимательной работы для того, чтобы определить наличие в той или иной локации фермы. Но из того мониторинга, который мы проводим сегодня, можно с уверенностью сказать, что крупных майнинговых ферм нет. А там, где они выявляются в незначительном количестве, они в установленном законом порядке изымаются уполномоченными органами. Кстати, здесь нельзя не отметить поддержку депутатов в области усиления санкций за административное правонарушение, которым является наличие майнингового оборудования в том или ином месте. И у наших уполномоченных органов, в данном случае главным контролирующим органом у нас является госстандарт, в взаимодействии с правоохранительными органами они оперативно изымают по факту выявления специального оборудования
и дальше уже в судебном порядке принимается решение. Ну, по поводу вот, утверждения о том, что крупных ферм либо их нет, либо их стало немного. Вот, информация технически или технологически можно эту информацию вот, проверить? Вы доверяете той информации, которую получаете от компании Черноморэнерго? Ну, учитывая, что альтернативных, так скажем, источников информации у нас нет, а не доверять, так скажем, информации единого оператора у меня оснований нет. Поэтому первое, да, мониторинг, он ведется постоянно. Для этого определены уполномоченные должностные лица во всех структурах. Они непосредственно занимаются борьбой с майнингом. Это и МВД, и Служба государственной безопасности, Госстандарт, как главный надзорный орган, да, в области энергетики. Ну и, соответственно, сама компания Черноморэнерго. Вред, который наносит нашей системе майнинг, он очевиден. При всех там, экономических плюсах у нас физически недостаточно объема электроэнергии, который мы могли бы направить на добычу криптовалют. Ну, нашу беседу сегодня мы планируем вообще провести без политики, да, без политики, но тем не менее, вот я изучала вот что пишут СМИ, оппозиционные, да, вот СМИ, что пишут по поводу нашей энергетики, и обратил внимание на то, что в основном речь идет о двух тезисах, которые вот характеризуют взгляды на энергетику со стороны оппозиции. Первое, значит, многие деятели считают, что состояние энергетики нашей – это результат бесхозяйственности, которая имела место давно. В смысле, понятно, что это проблема хроническая и давнишняя, да? Это один тезис. А второй, что во власти есть люди, которые целенаправленно вели или ведут политику по обвалу энергетической отрасли с тем, чтобы продать. Вот по поводу этих утверждений, если можно, два слова. Ну, начну, наверное, с самого интересного, да, с последнего, что существуют люди, а эти люди, я так понимаю, граждане Республики Абхазия, да, где бы они ни работали, которые заинтересованы в том, чтобы развалить отрасль. Ну, мне это даже комментировать как-то не хочется, потому что, ну, это просто абсурд. Энергетическая отрасль является стратегической. Это известно всем. И развалить ее, чтобы продать, ну, я не знаю, это должен быть человек, у которого нет ни будущего в стране, у которого нет ни родственников, ни друзей, ни детей, которые планируют проживать в Абхазии. Я считаю, что ситуация, она, безусловно, политизирована. Ну, хотел бы развеять кое-какие, значит, вот мнения, которые существуют по поводу продажи электроэнергии. Первое. Могу с уверенностью официально заявить, что ни один крупный российский оператор не заинтересован в нашей энергетике. Об этом нам официально на уровне уполномоченного министерства, Министерства энергетики было заявлено. Речь не шла о продаже. Речь не шла о продаже. Речь шла о рассмотрении возможности реализации совместных инвестиционных проектов. На что нам сказали, что, учитывая текущую ситуацию, имеется в виду СВО, на новые территории, открывающиеся, так скажем, там, возможности, потенциал, на данном этапе энергосистема Республики Абхазия ни одному единому оператору не интересна. Далее, понимая, что наша энергосистема
если говорить совсем просто, больна, ее надо лечить, безусловно, мы пытаемся найти выходы из сложившейся ситуации. Генеральной линией, над которой работаем мы сейчас, как уполномоченное министерство, является линия обсуждения возможности реализации программы реновации. Программа реновация предполагает капитальные вложения, так скажем, в основные ключевые объекты нашей энергосистемы, которая позволит поднять уровень технического состояния нашей энергетики на, так скажем, нормальный рабочий уровень. И в данном смысле мы с нашими коллегами обсуждаем на данном этапе только один вариант. Это вариант привлечения кредитных ресурсов из Российской Федерации. В какой форме, на каких условиях, все это сейчас проговаривается. Но понимая, что в данном случае мы идем по такому пути, говорить о том, что наша энергетика будет кому-то продана или кому-то перейдет, это абсолютно беспочвенные разговоры. Мы говорим о программе, которая позволит с помощью наших российских коллег, с помощью Российской Федерации дать нам возможность привлечь какие-то кредитные финансовые ресурсы на, безусловно, льготных условиях, потому что на сегодняшний день рыночные условия по кредитованию в самой Российской Федерации, вам известно, они очень, так скажем, стоимость денег очень дорогая на сегодняшний день. И в этом смысле здесь вся ответственность за привлекаемые средства, за то, как мы их будем использовать, за то, как мы будем контролировать их использование, целиком и полностью ответственность будет лежать на абхазской стороне. Покупать электричество по коммерческой цене и одновременно вкладывать в отрасль – это сложная задача. Она выполнима для нашего бюджета? Абсолютно невыполнима для нашего бюджета. Поэтому мы и говорим о возможности привлечения внешних ресурсов. В данном случае речь идет о кредитных ресурсах. Да, вы это ответили. Объемы нашего бюджета, они никак не могут справиться с серьезными капвложениями, которые требует наша отрасль. Вообще энергетическая отрасль, она достаточно дорогая. И может для простого обывателя название там какого-то специального оборудования, каких-то подстанций, трансформаторов ни о чем не говорят, но попадаются такие типы и виды, да, оборудования, особенно когда речь идет о высоковольтных линиях, о передающих сетях, где ремонт или реконструкция одной подстанции может обходиться до 300-400 миллионов рублей. Это я сейчас в среднем беру, в целом. Очень серьезные деньги нужны для того, чтобы нашу энергетику привести в более или менее, да, рабочеспособное состояние, что позволит нам думать о развитии отрасли в целом, что позволит нам справиться с техническими проблемами, а это и аварии, и аварийное отключение, это и технические потери в наших сетях. То есть ряд очень серьезных вопросов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, они будут решены. И здесь, мне кажется, самое главное понимать главный принцип. Если мы не будем вкладываться в нашу энергоотрасль, то вот сейчас пришло на ум, мы как-то недавно общались с одним высокопоставленным специалистом, так скажем, в области энергетики Российской Федерации. И он привел цитату Наполеона Бонапарта. Ага, интересно. «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую», применительно к энергетике. Он сказал, что если не вкладывать в свою энергетику, то придется покупать у других.
Здесь абсолютно все понятно, и самое главное, чтобы мы как можно меньше политизировали этот вопрос. Это одна из отраслей экономики, стратегическая отрасль, которую надо холить, лелеять, о которой нужно заботиться. И здесь эта отрасль касается всех. Каждый из нас, когда выходит из дома, если подумает о том, что ему необходимо выключить освещение, прибор отопления, да, который не нужен, когда нас с вами дома нет, там, какое-то продолжительное время, выключит за собой, за своими детьми электропотребление, мы уже оказываем помощь нашей системе. Потому что статистика говорит, что доля потребляемой электроэнергии, которая уходит на отопление, она колоссальная. Просто чтобы было понятно, даже с учетом того, что в летний период к нам с вами приезжает большое количество туристов, работают гостиницы, а это обязательно оборудование по охлаждению, кондиционеры, и так даже с учетом всего вот этого, если среднее потребление в летний период у нас составляет 4 миллиона киловатт-часов в сутки, то вот сейчас, а это уже зимний период, мы потребляем 8 миллионов киловатт-часов. В 2 раза больше. Принимая во внимание, что туристов сейчас меньше, гостиниц работает меньше, но все равно картина реально вот такая. И отсутствие, да, альтернативного источника приводит вот к таким цифрам. По поводу кредитных инвестиций, я уверена, что оппозиция подхватит как раз-таки эту идею, вспомнит про железнодорожный кредит, в общем, которым долбали нас длительное время. Какие-то новые фобии в этой связи тоже все равно начнутся. Ну, всякое бывает, как говорится, Да. у нас, но мне кажется, что и в среде, так скажем, оппозиции есть достаточно много квалифицированных людей, которые разбираются в энергетике, и, насколько мне известно, и предыдущие действующие руководители Черноморэнерго все говорили о том, что необходимы инвестиции. Ну, с этим фактом спорить очень сложно. Может быть, кто-то, кому как бы не совсем понятна ситуация, и скажет, что вот это повторение кредита какого-то там железнодорожного, хотя и железнодорожный кредит, абсолютно объективные цифры, имеет свой эффект. Благодаря этому кредиту сегодня мы имеем железную дорогу, которая развивается. Здесь вопрос в другом. Вот мое мнение, если такого рода, да, будут приняты государственные решения, то я, не знаю, если мне будет поручено заниматься этим, с удовольствием пригласил бы и специалистов из оппозиции, создал бы общественный совет, который дополнительным контрольным инструментом, элементом выступал бы, который смотрел бы, как получаются эти деньги, на что они расходуются и так далее. Здесь мне кажется, что использовать тему энергетики в политических целях, не совсем правильно. Это то, без чего не обойдется страна в целом. Речь идет о нашем государстве, речь идет о возможности развития экономического, социального и так далее. Ну и в конце концов речь идет о благосостоянии наших граждан. Это тепло, это свет, это, как говорится, то, что напрямую влияет на жизнь наших людей. Спасибо большое. Перейдем, наверное, к текущей ситуации. Вот год, как вы работаете в должности министра энергетики и транспорта. И интересно было бы, конечно, знать и нам, журналистам, и нашим зрителям. Вообще надо проинформировать общество, что происходило вот в течение этого года. Безусловно, работа по поддержанию нашей энергетики в, так скажем, в рабочем состоянии, она не прекращалась никогда. Если мы коснемся этого года, то Черноморэнерго
и, по-моему, даже с помощью АГТРК снимались различные передачи, на которых рассказывались конкретные мероприятия технические, которые были проведены. Их перечень очень большой. Это список мероприятий, которые беспрерывно проводятся. Здесь речь идет и о ремонте подстанций, трансформаторов, о расчистке, значит, линий, о замене столбов, опор. То есть, учитывая ветхость нашего хозяйства электроэнергетического, постоянно приходится что-то ремонтировать, чинить. Но есть одна очень положительная тенденция. Если ранее, да, опять же, в силу ограниченных возможностей и условий, энергетикам чаще приходилось тушить пожар, который уже разгорелся, я имею в виду аварии какие-то, да, сейчас есть определенный план, по которому двигается наша компания Черноморэнерго. Они идут на опережение и Чтобы проводят... предотвратить. Конечно, конечно. И если вы ознакомитесь с техническим, так скажем, отчетом о состоянии, вы увидите, что аварийных отключений гораздо меньше стало. Сейчас очень часто летом появлялись объявления, что Черноморэнерго там отключает тот или иной район на несколько часов в связи с проведением плановых работ. Эти плановые работы необходимы. Их необходимо проводить, чтобы мы не столкнулись с аварией. А авария – это всегда непредсказуемый исход, это более плачевные и более затратные, значит, вещи на восстановление того, что вышло из строя. Поэтому вот такой плановый ремонт, который проводится сейчас, он существенную роль играет в целом в стабильности нашей энергосистемы. И с учетом того, что тарифы у нас постепенно, да, становятся больше, у компаний появляются дополнительные средства, которые направляются именно на самые опасные, самые, так скажем, аварийные участки. И вот такую тенденцию, безусловно, нужно продолжать. Говорить о том, что мы ранее говорили, да, о капитальных вложениях в части реконструкции, в части реновации нашей энергосистемы, это одна история. Но поддерживать то, что есть, чтобы мы завтра с вами вообще в результате какой-то аварии не остались без света, это то, что делают сейчас наши энергетики, ну и будут продолжать дальше, безусловно. Ну вот и из более или менее глобальных работ, которые проводились вот в течение года, скажем, на подстанциях ремонт, где вот какие точки, где была вот такая острая необходимость поддержать серьезно? Ну, у нас, как вам известно, очень крупные работы, в том числе и за счет инвестиционной программы, проведены работы на подстанции Алахадзе, на подстанции ПС Сухум, на ряде других участков, которые тоже, значит, требовали срочного внимания. Но помимо этого серьезные работы проведены по расчистке просеки в местах, так скажем, труднодоступных, там, где ветки деревьев вплотную подходят к высоковольтным линиям, а это технически недопустимо, это очень опасно, это приводит к авариям, ну и, не дай бог, может привести к жертвам. Поэтому, на самом деле, перечень очень большой. Отдельным направлением деятельности является установка приборов учета. Абсолютно понятно, что уровень собираемости удастся поднять только путем налаживания учета, системы учета. И здесь неотъемлемой частью этого процесса всего является, конечно же, прибор учета. То есть в простонародье счетчик. Да? Сейчас используются современные технологии, устанавливаются так называемые умные счетчики, которые, значит,
в онлайн режиме позволяют посмотреть, как идет потребление, в каком объеме, сколько начислено абоненту, сколько он заплатил, какая у него задолженность и так далее. Все это позволит, хотелось бы, конечно, чтобы все эти процессы были с большей интенсивностью проходили, и счетчиков было установлено больше. У нас всего по данным, значит, энергетиков порядка 90 тысяч абонентов. 90 тысяч абонентов. Из них мы уже обеспечили так называемыми умными счетчиками почти 25 тысяч. Вот. В этом году отдельно хотелось бы отметить, что в этом году установлено уже порядка 6,5 тысяч счетчиков. И еще один немаловажный факт. Из бюджета, из республиканского бюджета в рамках программы по установке приборов учета было, значит, субсидировано компанией Черноморэнерго уже 65 миллионов рублей за этот год. Эти деньги проходят через казначейское сопровождение. Расходование их абсолютно прозрачно и для Министерства финансов, и для нашего министерства, как вышестоящего органа для РУПа. И целенаправленно были направлены на приобретение счетчиков. Счетчики приобретены, поставлены, и, значит, работа идет. Есть, безусловно, проблемы и технического характера и в процессе установки счетчиков, но ребята стараются. Есть определенные плановые показатели, которые они должны выполнить и до конца этого года тоже. Бюджет 2025 года, он оптимистичен для вас? Вот по части энергетики там запланирована какая-то сумма серьезная? Да, буквально на прошлой неделе на заседании Кабинета министров утверждался проект бюджета на 2025 год. Вот, и, значит, по разделу энергетика, промышленная связь у нас планируется порядка 337 миллионов рублей. Это почти на 57 миллионов рублей больше, чем запланировано было в этом году. И из этой суммы, если мы говорим непосредственно о целях развития энергетики, в частности приобретения счетчиков, средства на предподготовку мест, куда можно установить счетчики, сумма планируется порядка 200 миллионов рублей. 150 миллионов рублей запланировано в этом году, в 2024. И еще 10 миллионов было запланировано в парламенте, уже непосредственно по инициативе, в том числе и депутатов, на реконструкцию так называемой подстанции Цандрыб-Тяга. Все эти работы еще в первой половине года были проведены, соответствующие... А в инвестпрограмме на следующий год что-то есть? Ну, инвестпрограмма предполагает несколько мероприятий, но речь пока идет о завершении тех, которые были в этом году. Мы очень надеемся, что в инвестпрограмму тоже попадет часть мероприятий по разделу энергетика. Ну, здесь в целом вопрос обсуждается, что необходимо найти средства для инвестирования. Будет это инвестпрограмма или будет это отдельно какая-то программа по реновации, которая будет реализовываться за счет привлеченных, да, кредитных средств, это уже вопрос обсуждения, и все зависит от того, к какому решению мы придем с нашими российскими коллегами. То есть энергетику надо спасать. Безусловно. Кстати, Тимур Иванович Джинжули в интервью абхазскому телевидению подчеркнул значимость или результативность этих приборов учета умных счетчиков. Он сказал, что после их установки 30% нагрузки стало меньше на сети. И еще как результат он называл отключение должников от сети.
Иногда их цифра доходила до 1000 абонентов в месяц. Совершенно верно. Установка счетчиков, она по многим факторам положительно сказывается на ситуации в целом. Почему сокращается объем потребления? Потому что человек понимает, сколько он реально тратит, человек понимает, сколько он реально должен заплатить за потраченную электроэнергию и, соответственно, начинает экономить. Это к вопросу о вкладе, личном вкладе каждого из нас. Да? То есть, ну, всякое же бывает. Выходим из дома, не выключаем печку, не выключаем там освещение. А когда человек понимает, что вот за такую шалость ему нужно будет заплатить, он начинает экономить. Во-первых, путем установления счетчиков сразу исключается вопрос различных там серых схем питания, вот этих вот всяких неучтенных линий, источников потребления. Все это отсекается, все это автоматизируется, человек понимает, что лучше ему не потреблять, чем платить лишние деньги. Вот этим и объясняется эффект, который мы получаем от установки счетчиков. Ну и неотвратимость наказания. Если у человека образовывается задолженность на протяжении 1-2 месяца, то в установленном порядке компания Черноморэнерго должна применить к нему меры, так скажем, воздействия. Безусловно, в первую очередь это уведомление, официальное уведомление о наличии задолженности, об обязательной уплате. Ну, если это не работает, то они обязаны прибегать к мерам физического отключения. Самое главное, что установка умного счетчика позволяет индивидуально абонента, который должен отключить, не трогая всех остальных соседей и других, значит, абонентов. Точечно наказывать. Да, да. Мне кажется, и политики сыграли в этом очень негативную роль, потому как людям не говорили правду. И даже звучали такие пафосные речи, что электроэнергия в Абхазии может быть бесплатной или может стоить дешево. И люди в это поверили и до сих пор не могут понять, что за свет надо обязательно платить, если хочешь жить в тепле. Совершенно верно. Да, вот долги населения большие. Я больше, кстати говоря, думаю о наших сельчанах. Как-то в одной передаче я уже обсуждала, пыталась прозондировать эту ситуацию. Возвращение этих долгов, на мой взгляд, вообще нереалистично, потому что долги там огроменные. Люди десятилетиями вообще не платят за свет. Но, видимо, надо, понимая, конечно, неплатежеспособность, да, вот, сельского населения, учитывая их проблемы и так далее, решить проблему с этими долгами и дальше планировать нечто, вот, я не знаю, как это сделать, вам это было виднее, конечно, да, но здесь мне кажется, что вот особые какие-то меры нужны, вот, с одной стороны, поддержать сельчан, но в то же время поддержать и государство тоже. Найти какое-то компромиссное решение, чтобы вот это непонятное нигилизм полнейший по поводу энергетики, чтобы люди вообще не платили, чтобы такого не происходило. С другой стороны, учитывать их возможности и так далее. Возможно, будет вообще какую-то программу в отношении вот, сельского населения? Ну, мне кажется, тут не только сельское население, да, а и городское население определенных категорий, так скажем, абонентов, льготных, да, которые по тем или иным обстоятельствам справедливо заслуживают каких-то льгот. В целом, если проанализировать действующее законодательство, у нас достаточно много категорий абонентов, людей, которые пользуются льготами. Это и ветераны войны, и инвалиды, и многодетные семьи. И в части, если мы говорим конкретно о сельском населении, мне кажется, что установка счетчиков пойдет и на пользу, в том числе и им. Потому что сейчас, если в домовладении, допустим, в селе не установлен прибор учета, то потребление считают по нормативам.
которые не, ну, так скажем, достаточно существенные, да, ну, относительно, конечно, но поэтому в случае, если в селе, да, человек, так скажем, пользуется электроэнергией в разумных пределах, использует ее эффективно, оптимально, ему совершенно выгодно установить счетчик, чтобы он платил ровно ту сумму, которую он потребил. Плюс используя те льготы, которые есть в нашем законодательстве. Безусловно, вопрос платежеспособности населения, он стоит, он актуален, и в данном случае идут даже определенные разговоры, идут определенные споры по поводу того, чтобы вот есть у нас определенные категории, так скажем, служащих, госслужащих, военнослужащих, которые пользуются льготами. Кто-то считает, что их нужно лишить этих льгот, дать эти льготы другим категориям. Ну, здесь вопрос, который требует очень глубокого анализа. И принять решения, которые будут приниматься в этой части, они ни в коей мере не должны ущемлять те категории людей, которым реально тяжело. А возвращаясь к вопросу вашему о накопившихся долгах, мне кажется, что алгоритм здесь должен быть чуть-чуть другой. Мы должны разобраться с тем, что сейчас, навести порядок в системе учета потребления текущем, и потом уже возвращаться. Потому что все вот эти цифры, которые мы с вами видим, которые мы анализируем, они в той или иной степени имеют определенную погрешность. И эта погрешность связана с техническими условиями. Если мы говорим с вами о проценте собираемости по населению, на текущий момент, да, за 10 месяцев это 26% от общего, так скажем, от 45%. Здесь я вам абсолютно уверенно могу сказать, что эта цифра нуждается в корректировке. В объеме электроэнергии, которая висит как потребленная населением, сидит много, так скажем, таких источников потребления, которые к населению отношения не имеют, прямого имеется в виду. Это может быть и освещение трасс, уличное освещение, освещение парков, это могут быть какие-то другие, так скажем, источники потребления, которые еще технически не выведены, да, из системы учета по населению. Поэтому реальная картина с оплатой именно у населения, она лучшая. Но как только мы вот все вот эти технические вопросы снимем и будем иметь абсолютно правильные, прозрачные цифры по учету, тогда картина изменится. Вы видите вложение именно в этот комплекс Ингургес? Вот Нет, то, что, да. в систему. В систему. В нашу систему. В нашу систему. Конечно. Не в комплекс Ингургес. Да, не в комплекс. Да. Речь идет о нашей, значит, первое, это электросетевое хозяйство в целом и наши передающие распределительные сети, Да. не касаясь объектов генерации. Да. Вообще возникал вот какой-то разговор об альтернативной энергетике, вот, чтобы вся тяжесть, вот эта вся нагрузка энергетическая не ложилась вот на эту систему, которая существует, да, с советских времен и так далее, а вот еще, чтобы разгрузить эту систему, что-то другое, пусть мелкие какие-то, не знаю, там ГЕСы или что-то, сейчас много говорят о солнечной энергетике, в общем, мир немножко уже перешел на другую плоскость. Альтернативная энергетика начинает играть определенную роль. И, кстати, доля ее достаточно серьезная, как ее называют, зеленой энергетикой и так далее. У нас вообще разговор об этом идет? Ну, хочу сказать, что мы не только разговоры ведем, да, мы и работаем в этом направлении. Если говорить о зеленой энергии, то в нашей стране существует группа ребят, которые занимаются установкой солнечных батарей. Вот на прошлой неделе мы в очередной раз встречались.
они выходят с различными идеями технического характера, да, с которыми они сталкиваются в своей работе. Мы очень плотно с ними работаем, пытаемся выработать общие инициативы от нашего министерства и уже в скором времени будем выходить с инициативой правительства, а там может быть и в парламент. Все эти инициативы будут заключаться по стимулированию развития зеленой энергии. Это что касается солнечных батарей, новых технологий и так далее. Глобально вопрос стратегические решения проблемы электроэнергетики мы рассматриваем еще и через призму газификации страны. Да. Это достаточно глобальный проект, достаточно серьезная работа проведена уже в этом направлении. Вы знаете, что уполномоченными компаниями Российской Федерации проведены соответствующие работы, представлены схемы газификации, несколько схем. На данном этапе мы с нашими российскими коллегами из Минэнерго практически сошлись во мнении, да, что нужно остановиться на той форме газификации, которая позволит газифицировать Республику Абхазия с главной, да, приоритетной задачей, с целью создания объектов генерации, которые будут производить электроэнергию. То есть это соответствующие газовые станции, которые позволят нам производить электроэнергию. Это может быть там, в приграничных районах или ближе там, к центру нашей страны, там, где технически будет удобно подвести трубу, построить газогенерацию, которая даст нам дополнительный объем электроэнергии. Это тоже вопрос прорабатывается, и мы очень надеемся, что старт этому проекту будет дан. И мы будем реализовать еще и вопрос газификации. Почему на таком варианте остановились? Ну, учитывая количество населения нашей страны, говорить о газификации каждого домовладения, каждого абонента на данном этапе нецелесообразно. Это будет стоить колоссальных денег и практически история неокупаемая. С точки зрения экономики это будет невыгодная история. Но рассматривая вот такую форму газификации, да, то есть прокладка центрального трубопровода, который по своему потенциалу будет иметь возможность, да, в случае необходимости поставлять большее количество газа, это нам позволяет, так скажем, заложить фундамент уже сейчас. То есть самое главное, чтобы газ в нашу страну приходил в достаточном количестве с учетом перспективы. И тут вот здесь уже наличие новых объектов генерации, газогенерации, позволит нам вот этот дефицит, о котором мы говорим, в том числе сокращать и обеспечивать наших абонентов уже электроэнергией, но которая появляется не от гидроэлектростанции, а от газогенерации. Водный ресурс. У нас море, мы живем на берегу моря, мы гордимся, что это красивая страна там, и так далее, и так далее. Вообще стратегически наше геоположение, скажем, оно серьезное, значимое и так далее, и так далее. А вот водный ресурс морской, мы можем вообще в решении этой проблемы где-нибудь задействовать? И данный вопрос тоже прорабатывался, так называемая волновая генерация. Энергия, которая получается от специального оборудования, которое укладывается на море и от колебания волн производит электроэнергию. Такой вопрос, это, естественно, ну, так скажем, высокие технологии, это современные технологии, которые используются там в высокоразвитых, экономически развитых странах, да. Но мы этим тоже интересуемся. Мы интересуемся всеми видами и формами производства электроэнергии. Здесь очень важен вопрос экономики. Во всем важна экономика. И теоретически это возможно и сегодня, и сейчас. Но учитывая дороговизну этих технологий, этого оборудования,
возможно, да, нехватки специалистов, которые этим занимаются, стоимость электроэнергии на выходе будет гораздо дороже. Но это не говорит о том, что это никогда не станет актуальным для нас. Все меняется, технологии меняются, оптимизируются. И в случае, если будет альтернатива нашей гидрогенерации, мы, естественно, будем и привлекать, так скажем, и мотивировать и наших предпринимателей, может быть, других каких-то инвесторов на реализацию подобного рода проектов. Но практика показывает, что на сегодняшний день самой, так скажем, экологически чистой и, ну, я сейчас не беру атомную электроэнергетику и так далее, все же остается гидроэлектроэнергетика. Вам известно, что у нас комплекс ИНГУР-ГЭС состоит из каскада 4 перепадных. На сегодняшний день работает только 1 перепадная. 3 перепадные, которые у нас сооружены значит, в канале, они, к сожалению, разрушены в части демонтировано все оборудование, и ничего там не функционирует. В этом направлении мы тоже работаем, есть определенные предложения, поступившие в правительство от различных, так скажем, инвесторов, да, которые предлагают на тех или иных условиях восстановить эти объекты генерации. Также достаточно серьезное внимание мы уделяем и малым ГЭС, которых в нашей стране еще с советских времен большое количество, по меркам, да, так скажем, небольшой Абхазии, достаточно большое количество малых ГЭС. К сожалению, большинство из них не работают, разрушены, разобраны, но, так скажем, базовые, да, фундаментальные вещи, это и технологическая, и техническая идея, которая была реализована, и те деривационные каналы, которые есть на различных, они все сохранились, и все это можно восстанавливать. И я, как министр, да, считаю, что мы всячески должны привлекать людей, которые готовы восстановить объекты генерации. На каких условиях, это вопрос, который обсуждается, безусловно, но с государственной точки зрения любой объект, который ранее генерировал электроэнергию, должен и сейчас рассматриваться только в виде использования этого объекта, значит, как объект генерации. Мы, к сожалению, не должны, мне так кажется, не должны объекты бывшие, да, в использовании, объекты генерации списывать, там, приватизировать и использовать в каких-то других целях. Ну, это просто Много чего мы напортачили, нелогично. конечно. Эти перепадные ремонтировать в будущем, в перспективе будет государство или все-таки будет допущен частный бизнес, инвестор? Значит, первое, что хочется отметить, что это имущество государственное и в соответствии с законом об электроэнергетике не может быть приватизировано ни в каком случае. Но речь идет о достаточно крупных вложениях. Объекты гидроэнергетики, они имеют свою специфику. И оборудование именно в части генерации, ну, очень дорогое. И говорить о том, что бюджет Республики Абхазия в ближайшие 5 лет, даже с учетом тех темпов роста собственных доходов, да, которые мы с вами наблюдаем за последние несколько лет, сможет вложить, так скажем, бюджетные средства и восстановить эти объекты, ну, по крайней мере, пока это не совсем реально. Речь идет о привлечении инвестора. Безусловно, о привлечении инвестора, об обсуждении, да, условий, на которых он привлекается. То есть главное условие, я сказал, это государственная собственность, и в любом случае останется государственная собственностью, но вопросы
привлечение инвестиций – это актуальный вопрос, и мы этими вопросами занимаемся. Вот, как я сказал ранее, у нас есть два предложения от различных компаний. Мы их рассматриваем, обсуждаем, пытаемся защитить интересы государства с той или иной стороны. Но принцип у нас один. Объем электроэнергии, который будет вырабатываться на этих объектах, в приоритетном порядке должен попадать в сети единого оператора именно тогда, когда это нужно государству. Распоряжение государственной собственностью, на мой взгляд, оно всегда несет за собой достаточно серьезную ответственность любого чиновника, который принимает такое решение. И все это должно быть прозрачно и понятно, самое главное. Когда отключают свет, возмущаемся все. Но когда надо платить за свет, пусть это будет минимальная цена, то в очереди никого не видно. Электроэнергия же у нас была дешевая еще несколько лет назад. Конечно. И что собираемость была хорошая, и тогда мы не платили. Наверняка в головах наших людей что-то надо поменять. Мы, наверное, привыкли, что в советском государстве, когда мы жили, привыкли к тому, что кто-то все за нас решает, кто-то за нас, кто-то там где-то платит. Ведь за интернет мы платим. Люди даже на один день не хотят ждать, быстренько знают 1 числа, все бегут и оплачивают интернет. И не экономим, самое главное, и платим плохо. Я сейчас, получается, немножко перекладываю ответственность на нас, на население, но есть доля нашей ответственности в этом вопросе, и мы должны это понять. И не экономим электроэнергию. Мы же знаем, наши друзья, которые живут в других государствах, как экономят. 3 секунды лампочка не горит без пользы. Выходят, выключают. А у нас электронагреватели для воды, я уверена, 24 часа включены в сутки. Мы не обращаем на это внимания, потому что мы так привыкли. Может быть, какая-то перезагрузка в наших мозгах должна произойти. Ну, как-то вот так я слушала, и у меня созревали эти мысли. Ответственность каждого, ругаться это тоже хорошо, но я уверена, деньги на электричество найдутся. Мы же находим на одежду, мы находим на свадьбы, мы хотим красиво жить. Ну, где-то здесь зажимаем, я так считаю. Я согласен. Да, Самое конечно. главное, я бы хотел, чтобы мы более позитивно смотрели на будущее. Да, ситуация сложная, есть трудности, но нет ничего невозможного. Если мы поставим перед собой задачи, определим цели, к которым мы должны прийти, мы и эту проблему решим. Много стран, которые проходили через эти сложности. И у нас, слава Богу, да, при прочих равных условиях, положение гораздо лучше многих других стран, которые ни объектов генерации не имеют, вообще ничего не имеют. В этом смысле нам нужно немного самим самоорганизоваться, понимать, что белое – это белое, а черное – это черное, не заниматься политизацией вопроса. Здесь простая экономика. Свет – это товар, за который нужно платить. Если бы наше государство было бы настолько богатым, что могло бы оплачивать за электроэнергию всех наших граждан, ну, кто бы против был бы? Но мы же понимаем, что это нереально. Мы же понимаем, что если мы хотим иметь качественную электроэнергию, без аварий, без перебоев, чтобы у нас было соответствующее напряжение, к которому у нас большие вопросы, как у потребителей, чтобы у нас не выходила из строя техника, чтобы у нас не горели там приборы различные, нам нужно, да, возвращаясь к вопросу, в нашу отрасль электроэнергетическую нужно вкладывать. И все у нас получится, и будет возможность для развития и объектов экономики, и социальных объектов. Духом падать я бы не стал. Все будет хорошо. Главное к этому уверенно идти.
Спасибо большое. Вы настроены оптимистично. Я тоже очень надеюсь на то, что энергетическую безопасность, надеюсь, мы понимаем правильно и будем делать все для того, чтобы работать в этом направлении и эту безопасность для страны обеспечить. Вашему министерству и вам, как первому министру этого ведомства, желаю достижения именно в решении энергетической проблемы. Спасибо большое за актуальный разговор. Спасибо вам большое за приглашение, за предоставленную возможность еще раз рассказать вам и нашему населению информацию, которая, мне кажется, им была интересна. Интересно и нужна, полезна, конечно. Спасибо большое. Спасибо.